Меня зовут Тахмина, мне 26 лет. У меня есть несовершеннолетняя дочь, ей уже скоро будет 8 лет. Сюда я попала именно вот в зону ровно год назад. А до этого содержалась в СИЗО 10 месяцев. Начну с самого начала. Я была замужем, точнее, меня украли. Меня муж украл. Это очень грустная история, потому что после того, как родилась моя дочка, он начал меня сильно бить. Я с ним, естественно, развелась, жила какое-то время одна, потом нашла другого мужчину, который очень сильно любил меня, ценил меня, сдувал с меня пылинки. Но не все так просто было. По вине моего второго супруга и моего отца я попала сюда. Все было, как вам объяснить, слишком обманчиво в моей жизни, потому что вот это вот, оказывается, белая, пушистая и красивая жизнь, это не все так хорошо. Я, в принципе, ни в чем не нуждалась. Меня всего отгораживали. Даже дом подарили. И таким способом меня вмешали в это преступление. Я хотела очень сильно родить второго ребенка, но у меня не получалось. Я постоянно ездила в больницу, лечилась, я постоянно лежала в больнице. За моей спиной мой отец и мой супруг оборудовали лабораторию, нарколабораторию дома, в том доме, который принадлежит мне, который мне подарили. Таким способом они меня вмешали в это преступление. 26 декабря 2022 года я выехала в магазин. Сначала я украшала дом, готовилась к Новому году. Выехала в магазин, и меня там задержали опера. Я была в полнейшем, конечно, шоке, потому что, оказывается, в сарае у меня была нарколаборатория. Я получила за это 13 лет. Моя несовершеннолетняя дочь осталась одна. У меня мама инвалид второй группы. Помочь она мне ничем не смогла. Сестренка после меня, она тоже помочь мне ничем не смогла, потому что она во время судебных процессов потеряла сына. У моей тети есть свекровь. Ее свекровь взяла под опекунство мою дочку. Она неоднократно берет детей под опекунство. Она уже одних выпустила после школы, до совершеннолетия вырастила. Она очень хорошая женщина. Она очень благородная женщина. Она еще взяла детей, потому что в том районе, где я родилась и выросла, там много людей, которые пьют. И там оказалась семья брошенная, точнее дети. Она оттуда забрала 3 детей, и мою дочку в том числе. Им там весело, дочка рассказывает. Они малину собирают, в огороде помогают, в школу ходят. Наказание у них самое страшное – это читать книгу. Вот так вот как-то. И она мне и помогает, и с адвокатом помогает, полностью меня поддерживает. Я тоже стала в какой-то степени ее дочкой. Женщины устроены так. Они могут бросить всех и все ради детей. А мужчины устроены так, что они могут бросить все ради женщины. Поэтому хотела бы помогать женщинам, когда освобожусь. Здесь все однообразно. Утром просыпаешься, умываешься, собираешься, идешь на проверку. После проверки идешь на работу. После работы приходишь, готовишь себе обед, обедаешь, идешь обратно на работу. Потом после работы приходишь, опять проверка, после проверки готовишься к ужину, ужинаешь. У нас здесь еще есть мероприятие, скоро будет осенний бал, идет подготовка к осеннему балу, репетиции, подготовка. Каждый проявляет себя в какой-то степени. Шутки,
пишем стихи, пишем, сценарии пишем. Ну, увлекательно очень и немного отвлекает. Ответственность какая-то, потому что это такой праздник. Ну, работала швеей, потом уволилась. У меня началась депрессия. Немножко я не работала какое-то время. Сейчас обратно вернулась в швейный цех. Рада, что вернулась в швейный цех, потому что так время пролетает быстрее. Вот. Очень сильно хочу домой, конечно, к дочке. Она уже так выросла, ей сейчас на данный момент уже 8 почти. Вот. Ну, в дальнейшем, конечно, я о многом думала. Было времени очень много, чтобы подумать, как дальше жить, что делать, когда освобожусь. Вот. Решила, когда освобожусь, пойду учиться на юриста. Займусь адвокатским делом. Хотела бы, конечно, планы огромные. Надеюсь, мне в этом помогут, Господь поможет. Хочу защищать женщин, помочь женщинам, потому что у нас слабо развито как бы женское образование, так скажу, потому что мы в мусульманской стране живем, и женщинам запрещают работать, учиться, стремиться к чему-то. Все, ты дома, ты занимаешься детьми и все. Я вот таким женщинам хочу помогать. Хотела бы открыть свою адвокатскую контору такую, чтобы женщинам, у которых есть дети, которые не защищены законом, хочу им помогать бесплатно. Помимо уголовных дел или каких-то гражданских дел, вот именно вот женщинам, у которых много детей, потому что у меня тетя есть, у нее 4 детей. Она не образована, потому что ее муж не позволял ей работать. Не учиться, не работать, вот только дом, дети. Вот. Я считаю, что как бы ни было, все равно мужчины должны позволять женщинам учиться. Учиться, получать образование, чтобы она могла себя защитить, потому что сейчас время тяжелое, войны везде, кормильцы могут погибнуть или бросить. Конечно, Москва тоже не сразу строилась. Я не единственный человек, кто хочет этим заняться. Я советовалась с этим человеком, это мой родственник. Они меня полностью в целом в этом поддерживают и сказали, помогут. Ко мне приезжает адвокат, он мне даст направление, он тоже в этом поможет, он меня в этом тоже поддерживает. У меня адвокат, как и психолог мой, и друг, и адвокат. Вот таким же я хочу стать адвокатом, чтобы я могла и поддержать, и помочь, и посоветовать.